Здравствуйте! В эфире телеканал «Дай Мохки», программа «Высокое искусство». В студии, как обычно, я, Танзила Умарова. Мы знаем, что есть награды за сомнительные достижения в кинематографе. Это «Золотая малина», что за плагиат вручается «Серебряная галоша». Но есть еще, оказывается, награда за худшее архитектурное строение. Вручается от антипремии в Британии и называется «Кубок Карбункула». В других странах пока такого рода премии отсутствуют, и поэтому узнать, какое здание самое худшее в той или иной стране, помогает опрос читателей различных популярных газет. И сегодня мы представляем вашему вниманию рейтинг самых некрасивых зданий мира. Чем выше и больше, тем оно красивее. Кажется, таким принципом руководствовался архитектор, проектировавший здание корейского отеля. Чем более централизована власть, тем меньше компромиссов допускается в архитектуре. Так, Питер Айзенман, профессор архитектуры, ответил на вопрос о том, почему архитекторы выбирают сотрудничество с диктаторами. Главный минус этого творения – его абсолютная монументальность, монолитность, громадность. Это здание угнетает и, согласно выражению одного блогера, ненавидит людей. Дом Николая Чаушеску может возглавить сразу несколько списков. Самое большое административное здание, самое дорогое административное здание, самое тяжелое административное здание в мире. Для его строительства потребовалось разрушить часть исторического района Бухареста, включая 19 православных церквей, 6 синагог, 3 протестантские церкви и жилых домов на 30 тысяч жителей. Проект до сих пор не завершен. И опять же, создатель-диктатор и те же минусы. Здание тоже непомерно огромно, однако совершенно неизящно, грубо. Среди старинного прекрасного Бухареста это здание смотрится неуклюже, торчит как бельмо на глазу. И ради него пожертвовали памятниками архитектуры. Такое ощущение, что Чаушеску решил продемонстрировать свою безразмерную власть, построив подобное. Букингемский дворец, символ британской монархии, был назван одним из самых уродливых зданий в Лондоне читателями журнала Time Out. Дворец, в котором живет королева Елизавета, расположен в самой привлекательной части Лондона. Здание занимает 4-е место среди самых уродливых зданий. «Лично я нахожу его очень мрачным», сказала Джессика Каргил Томпсон, редактор журнала Time Out. В своих воспоминаниях герцог Виндзорский писал, что огромный дворец со своими большими залами и бесконечными коридорами казался наполненным запахом плесени, который я до сих пор чувствую всякий раз, когда вхожу в него. Гавань Святого Георга тоже периодически попадает в рейтинг самых ненавистных зданий в Британии. Расплющенные крыши похожи на хвосты креветок, утверждают читатели. О чем вообще думали архитекторы, когда создавали это? И в самом деле вид у этих зданий впрямь, мягко говоря, странный. Хотя, по мне, они больше похожи на сов, чем на хвосты. В список самых некрасивых построений внесен и Ливерпульский англиканский собор. Вердикт слишком мрачно. Здание построено в неоготическом стиле по проекту Джайлса Гилберта Скотта в 1903 году. Строительство началось в 1904, но полностью собор был завершен лишь в 70-е годы. Честно сказать, здание похоже на неуклюжее средневековое сооружение, и то, что оно построено в 1903, удивляет. В сети распространена фотография под названием «Последняя фотография Тайлера Керка». Многие наверняка видели этот снимок. На ней запечатлен мальчик со стрелой во лбу. Мол, это несчастный случай, который произошел на съемочной площадке. Возможно ли такое? В 1985 году 13-летний Тайлер Керк, герой фотографии, прошел кастинг на съемку в рекламе шоколадной пасты Нутелла. По сценарию из магазина возвращаются родители, демонстрируя ребенку банку Нутелла, а тот радостно бежит намазывать бутерброды. И вот якобы на съемочной площадке произошла эта трагедия. Рекламщики решили развлечься, расстреливая яблоки, а мальчика использовали в качестве живой мишени. И вот тут и все и случилось. Немного странная история, не правда ли? Да потому что это фейк. Это фотокартинка и рекламный постер видеомарафона в Копенгагене. Когда в 2003 году американский журналист Дэн Браун выпускал книгу «Код да Винчи», он вряд ли предполагал, что именно его произведение вызовет широкий интерес к легенде о Святом Граале и к месту Марии Магдалины в христианской истории, а также к творчеству Леонардо да Винчи. Энтузиасты со всего мира продолжают искать код да Винчи, который он зашифровал в своих полотнах. Историки из Италии обнаружили, что если рассмотреть глаза Джоконды под микроскопом, то в них можно разглядеть буквы и цифры. Эксперты утверждают, что эти едва различимые цифры и буквы представляют собой нечто вроде кода да Винчи в реальной жизни. В правом глазу видны буквы ЛВ, которые вполне могут означать имя художника Леонардо да Винчи.
Тайная вечеря является объектом многочисленных спекуляций, сосредоточенных, как правило, на предполагаемых скрытых сообщениях и намеках, зашифрованных в картине. Славица Пеша, информационный технолог, добилась интересного визуального эффекта, наложив зеркальную полупрозрачную версию картины поверх оригинала. В результате на обоих концах стола появились две похожие на тамплиеров фигуры, а слева от Иисуса стал виден еще один человек, возможно, женщина с младенцем на руках. А вот на картине «Мадонна со святым Джованнино» кисти Доминико Герландайо исследователи разглядели НЛО. Дискообразный объект художник изобразил до мельчайших деталей. Кроме того, в правой части картины можно увидеть человека, поднесшего правую руку к глазам, показывая, насколько ярким является этот объект. Фламандские пословицы – это написанная маслом на дубовой панели картина кисти Питера Брейгеля-старшего. Она наполнена символами, относящимися к нидерландским пословицам того времени. Всего в картине найдено и расшифровано 112 идиом. Некоторые из них до сих пор используются, например, плыть против течения, большая рыба ест маленькую рыбу, стучаться головой о стену и вооружиться до зубов. Мелодия «Миссия невыполнима» входит в список самых узнаваемых саундтреков мира. Она написана композитором Лало Шифрином. Да, это тоже голливудский композитор, но он аргентинского происхождения. Приходится ли он родственником нашему юмористу Ефиму Шифрину, неизвестно. Лало Шифрин родился в семье скрипача Луиса Шифрина. Изучал музыку с 6 лет, рано заинтересовался джазом. Начал изучать социологию и право в университете Буэнос-Айреса, однако уже в 20 лет получил стипендию, позволившую ему обучаться в Парижской консерватории. По ночам Шифрин подрабатывал джазовым пианистом в парижских клубах. В 1955 году он представлял Аргентину на джазовом фестивале в Париже. В 1963 году Шифрин написал свое первое музыкальное произведение для Голливуда и с тех пор принял участие в создании в качестве композитора более 100 фильмов. Наиболее известная и узнаваемая тема Шифрина – композиция к многосерийному телевизионному фильму «Миссия невыполнима», созданная в сложном размере, редким для популярной музыки. Лало Шифрин 21 раз номинировался на премию Грэмми и 4 раза одерживал победу, в том числе 4 номинации и 1 победа за музыку для кинематографа и телевидения к сериалу «Миссия невыполнима». Он также является 6-кратным номинантом на премию «Оскар». Композитор экспериментирует в различных жанрах и направлениях. Он записал звуковую дорожку к видеоигре, а также создал композиции в стиле хип-хоп и трип-хоп. Eben schlimmer, als Sie denken. Das ist eine Falle. Sie haben gewusst, dass wir kommen. Ну на сегодня это все, я с вами прощаюсь. До встречи!